Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Ускоренное строительство инфраструктуры, социальных объектов и жилья является важнейшим направлением стратегической повестки работы правительства республики. О планах по привлечению федеральных средств и развитию инфраструктуры Якутии в условиях изменения климата мы поговорим сегодня с министром экономики Якутии Майей Даниловой. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с главного. Какую работу проводит правительство нашей республики для привлечения различных источников финансирования? Задача строительства новых дорог, школ, детских садов, поликлиник является очень актуальной, и она решается за счет консолидации различных источников. Это и федеральные средства, региональные средства, средства местных бюджетов и средства частных инвесторов. Правительство прорабатывает по всем этим направлениям. Особенно сейчас актуально и активизировалась федеральная повестка в отношении инициации национальных проектов, и по данным направлениям республика также получает существенное вливание в республиканский бюджет. Например, в рамках нацпроекта «Демография» строятся новые детские сады, спортивные залы, в нацпроект «Образование» новые школы. Очень помогает инициированная президентом страны Владимиром Путиным федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», когда началось обновление инфраструктуры именно в сельской местности. И наши частные инвесторы, недропользователи также помогают в строительстве социальных объектов. И особенно хотелось бы выделить такие компании, как «Алроса» и «Роснефть». А если говорить о федеральных средствах, какой объем средств поступил и какие результаты ожидаются в 2021 году? Общая сумма средств, поступившая из федерального бюджета в республику за 2021 год, по оценке составляет 77 миллиардов 100 миллионов рублей. Если сравнивать с 2018 годом, то это больше в 2,8 раза. В 2018 году этот объем составлял 27 миллиардов 600 миллионов рублей. Это существенное увеличение. И особенностью 2021 года является то, что наибольший объем средств поступил на программу «Жилье», переселение из ветхого аварийного жилья. Также мероприятия, комплексная программа развития сельских территорий привлекают 1 миллиард 700 миллионов рублей. В рамках федеральных средств строится 8 детских садов на сумму почти 1 миллиард рублей. Но, как я уже говорила, социальные объекты строятся за счет всех источников. И в этом году мы планируем, что в республике будет введено 16 детских садов на 2000 мест. Также 8 школ строятся с привлечением федеральных средств. Это тоже почти 1 миллиард рублей на это выделено. И в целом в республике планируется ввести 10 школ в 2021 году, а также еще и здание Малой академии наук в селе Актемцы Хангаласского улуса. С этого года очень активно начала реализовываться программа модернизации первичного звена здравоохранения. Если раньше средства федерального бюджета выделялись на крупные объекты, это онкология, кардиология, которая в этом году будет введена, то благодаря федеральной программе модернизации первичного звена появилась возможность также строить поликлиники и больничные комплексы на территории республики. И в этом году начато строительство поликлиники в селе Тыккёль Татинского улуса и 4 больничных комплексов. Это в Мумском, Усьмайском, в Вилюйском районе. И поэтому на это направление выделено практически 900 миллионов рублей. Из этого года также активизировалась в рамках национального проекта «Чистая вода», и такие мероприятия, связанные с канализационно-очистными сооружениями, водоочистными сооружениями. Именно в сельских населенных пунктах строятся 4 водоочистных сооружения систем водоснабжения в республике. Это в Покровске, в Алекминске, Верхневилюйске, в селе Бердигистях и
и 2 канализационно-очистных сооружения там, в Жатае и в селе Верхневилюйск. Также по федеральным средствам в рамках федеральной адресной программы у нас строится 16 аэропортов. Вот недавно была новость о том, что завершено строительство взлетно-посадочной полосы в городе Якутске. Да? И также федеральные автодороги также привлекают существенное количество федеральных средств. И как субъект Дальнего Востока республика также реализует мероприятия в рамках так называемого плана социального развития Центров экономического роста. Майя Андреевна, а что же это за план такой социального развития Центров экономического роста? И более того, сколько средств привлечено в рамках плана? План социального развития Центров экономического роста – это одно из направлений государственной программы развития Дальнего Востока. И в рамках этого плана строятся именно социальные объекты в тех населенных пунктах, в которых сосредоточены инвестиционные проекты. Да? В целом план социального развития в республике реализуется с 2018 года. За этот период введены такие объекты, как спортивный зал в Среднеколымске, проведен первый этап реконструкции водопровода в городе Нерингре. Также отремонтирована в городе Нерингре детская поликлиника. В Хандыге построена гимназия, да, на 220 учащихся. Приобреталось также оборудование для 6 техникумов. И строились дороги и линии электропередач в местах скопления участков, да, которые выдавались по дальневосточному гектару. Это в Амгинском улусе, в Мекино-Кангаласском улусе, в Намском и в Нюрбинском улусах. Да. Всего с 2018 года в рамках плана социального развития республики было выделено 7 миллиардов рублей. И в этом году мы ведем еще 2 объекта. Это кардиологический диспансер в декабре будет введен и школа на 220-100 мест в Кангаласах города Якутска. А также продолжается строительство круглогодичного детского лагеря «Полярная звезда». Можно ли использовать это направление в работе с изменениями климата и, самое главное, каким образом? Действительно, буквально недавно глава республики Асен Николаев поставил вопрос выделения средств на технику, тяжелую технику для борьбы с лесными пожарами, да, перед Юрием Петровичем Трутневым. И на правительственной комиссии этот вопрос был одобрен. И буквально в ближайшее время республике будет выделено 149 миллионов 300 тысяч рублей на приобретение 23 единиц техники. Это 16 бульдозеров и 7 КАМАЗов с тралами, да, для перевозки этой техники. Якутлесресурс буквально вот в течение месяца проведет все необходимые мероприятия, чтобы закупить эту технику. Все это делается дополнительно к тем усилиям и к тем мероприятиям, которые сейчас федеральное правительство выделяет в рамках борьбы с лесными пожарами. И мы сейчас также активно используем вот все возможности, в том числе вот план социального развития, для того, чтобы решить нашу общую проблему. Тогда давайте плавно перейдем к теме частных инвестиций. Вот каким образом именно частные инвесторы участвуют в строительстве социальных объектов? В первую очередь это помощь крупных компаний, которые работают на территории республики. Да, это наши недропользователи. Конечно же, это наша компания «Алроса», которая с 2011 года направила 7 миллиардов 200 миллионов рублей на строительство социальных объектов, реализацию различных социальных программ, да, в том числе. И вот сейчас заключен новый договор об участии в социально-экономическом развитии с компанией «Алроса», который предусматривает с 2022 года по 2025 год отчисления ежегодные на сумму не менее 800 миллионов рублей. Компания «Роснефть» финансировала строительство здания Малой академии наук, которая тоже вот в этом году будет введена, да, в селе Актемцы Хангаласского улуса.
Если говорить о других частных инвесторах, то сейчас мы прорабатываем такие механизмы, да, строительства социальных объектов с участием частных инвестиций, в которых бы участвовали и федеральные программы, да, в рамках национальных проектов. Например, есть такая возможность, и проработан пилотный проект с Минпросвещения Российской Федерации и с корпорацией ВПРФ по строительству 10 школ именно в городе Якутск, где самая большая проблема, да, с ученическими местами. И реализация этого проекта нам позволит максимально привлечь и частных инвесторов, и за счет федерального бюджета профинансировать строительство 10 школ. Тогда давайте плавно перейдем к последнему вопросу. Недавно в своем обращении глава республики Айсан Сергеевич Николаев поручил правительству Якутии разработать новую программу действий по защите лесов от пожаров с учетом процессов изменения климата. Делало ли ваше министерство прогнозы относительно потенциальных экономических последствий глобального потепления для Якутии? Да, борьба с изменениями климата и его последствиями – это очень актуальная сейчас повестка, и во всем мировом сообществе эти вопросы изучаются. При формировании стратегии социально-экономического развития мы также опирались на научные исследования, которые проводятся у нас в республике. Да, есть такие институты, как Институт мерзлотоведения Мельникова, да, научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера. Вот эти ведущие научные институты вносили свои предложения в стратегию. Мы, конечно же, это учитывали. И одной из стратегических целей в республике до 2032 года это является сохранение природы, да, для будущих поколений. Поэтому все наши практические мероприятия, которые реализуются в отраслевом разрезе, в здравоохранении, в образовании, они все должны учитывать, да, климатическую повестку. А сейчас это наиболее актуально в связи с лесными пожарами. Да, все это влияет и на сельское хозяйство, и в целом на жизнь обычных людей. Поэтому, конечно же, в своих программах мы будем учитывать в дальнейшем влияние климатического фактора. И надо сказать, что по инициативе 5 регионов был создан научно-образовательный центр мирового уровня, да, межрегиональный «Север». И в рамках работы этого НОТ-Севера также будут проводиться научные исследования, связанные с изучением последствий климатических явлений. Благодарю вас, Майя Андреевна, за такую содержательную беседу. Спасибо, что пришли. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас была Майя Данилова, министр экономики Республики Саха-Якутия. До встречи.